Я понимаю, что Якутия это, наверное, все-таки, да, это огромная страна, огромная территория с огромными богатствами и недрами, с богатыми недрами. Но в сегодняшний день я считаю, что большинство наших районов это сельхозрайоны, да, и мы должны очень грамотно, технично и, наверное, содержательно заниматься именно сельским хозяйством, потому что основная статья дохода многих жителей это частное хозяйство, это, скажем, организованное фермерское хозяйство, это наши ложки современные. Я всем говорю, что на сегодняшний день, наверное, все-таки здоровье нации это здоровое питание, да, хорошая наша продукция местная, которую мы производим сами. Наша задача, я хочу в ближайший максимум до 2023 года наше население должно потреблять только местную продукцию. Это общая только мясная продукция только местная, молочная продукция только... Сегодня молочная продукция и так у нас фактически, мы все садик и школы полностью обеспечены своей местной продукцией. Мясо, вот фактически год, наша батамайская продукция, она расходится тоже на ура. По сути, мы сегодня местное население за 2 года практически очень, как на наркотики, посадили на местную продукцию. Люди поняли, что я сегодня говорю, еще раз повторяю, что экологическая продукция – это здоровье нации. Ну да. Это обязательно. Сегодня то, что нам везут с материка, напичканы гормоны роста, химией, всяким хламом. Сегодня надо, скажем, культуру, надо развитие сельскохозяйства, животноводства, надо опять восстанавливать. Надо, чтобы это было достойно работа, чтобы за это платилась достойная зарплата. Тогда люди будут держаться и делать эту работу. Если за эту работу платили там 10-15 тысяч, кто за это будет работать? Ну, смысла нет абсолютно. Если в следующий день реализации продуктов не было, смысла нету заниматься, если сегодня человек вырастил, завтра не может реализовать никуда. Это тоже неправильно. Мы по-другому поступили. Когда у меня еще 19 год, у меня очень было много жалоб, что наши овощеводы, что у них продукцию-то они урожай хороший выкопали, все подготовили, а реализации нет, у них все пропадает. 50% гниет, люди вываливают на свалку. Мы в 2020 году сделали попроще. Мы обязали наши садики и школы, в первую очередь, брать только местную продукцию, нашу. Мы за каждым овощеводом закрепили где-то под одного овощевода закрепили за 2-3 садиками. В сегодняшний день наших овощеводов, на тех, кто сельхозпроизводители, практически есть 100% реализация. Самый основной вариант они издают нашим садикам, школам, оставшиеся уже реализуют на стороне. Даже были некоторые овощеводы, которые работали с нами, у них даже продукция заканчивалась, они на стороне покупали и довозили, чтобы закрыть свой контракт. Когда пришел, я очень много субсидий убрал. Я считаю, что субсидии это халява, да? Халява ничего хорошего не приводит. Да, сегодня можно давать субсидии, когда если мы реально человек пришел с хорошим, шикарным проектом, понимаем, что проект через 2 года будет внедрен и будет иметь хороший эффект, мы готовы такие объекты субсидировать, разговоров нету. Но сегодня, я говорю, сегодня мы даем субсидии, я должен, если мы овощеводам даем субсидии, буквально технику, даем деньги на гектары, все что угодно, но я хочу понимать, что тогда это тот человек, тоже какая-то ответственность должна быть. А то получается, мы как бы в одну сторону, как в камеру дуем, а туда толку нету. Так не бывает. А развитие страны, человек понимает, что он получил халявные деньги, возвращать что не надо, ничего не делать не надо. Мы сегодня, ребят, нет, так не пойдет, ребята. Мы вам даем сегодняшний день денег, там 3 миллиона, и, ребята, из вас вот осенью, пожалуйста, будьте 1 миллион продукции реализуйте населению, скажем, со скидки там 30%, да? Остальные там на 2 миллиона разница, или там 30% реализуйте для населения по той цене, которую мы даем по соглашению фиксированной, остальное на стороне продавайте, там, возите где-то подороже, это ваше личное дело. Но если мы вам помогаем, даем деньги, значит от вас тоже какая-то ответственность должна быть, отдача. И второй, говорю, хорошо, мы дали субсидии, хорошо, пусть даже он мне не дает продукцию, я готов не трогать его продукцию, пусть реализует, как он хочет. Но он должен создать 2, 3, 4 рабочих места, официально белых, платить им белые зарплаты, платить за них все пенсионные, страховые выплаты, чтобы человек мог где-то на 100 лет иметь уже в деревне хоть какую-то пенсию. А то сегодня давайте смотрим, мы сколько субсидий раздали, сколько рабочих. Ни одного рабочего места не создалось. Вот сегодня я всем говорю, главам района, что, ребята, ничего нельзя раздать безумно деньги. А если они эффекта не дадут никакого. Если мы деньги даем, значит, должно быть соглашение, где мы что-то должны получить. Пользу людям, пользу району, что-то отдача какая-то, не говорю 100%, хотя бы 30% от этих денег отдача какая-то должна быть. По-другому не должно быть. Иначе, потом мы столько лет раздаем деньги, и мы понимаем, за 20 лет развития это реально не произошло никакого. Сегодняшний день ценовая политика не все непонятна. Вот мы готовы сегодня у наших соседей, покупать тоже готовы их комбикорм, их муку, да, если она должна быть хорошего качества. И, соответственно, должна быть цена интересная. Мы должны с тобой именно вести сегодня, чтобы рынок нам завоевать,
Нам определенно демпинг нужен, да? И чтобы на рынок сегодня воевать надо и застолбить за своей продукцией, местной продукцией, обязательно. Все, что здесь растет, должно продавать только местное, по нормальной цене. Если мы сегодня, благодаря нашей ботоматской цену удержим в городе, даже там в садиках, школах, цену удержим предел до 400 рублей килограмм говядину, то, скажем, мне вчера Обчаев предложила там, вот там по 460. Я говорю, ребята, ну, интересно, конечно, так невозможно. Сегодня я считаю, что говядина должна в Якутии стоить, ну, в пределах 250 рублей килограмм. Если Сунтарский район, там где-то порядка 13-14 тысяч коровец имеется, столько же лошадей в каждом районе, ребята. Мы должны сегодня завалить все Якутии, только свои. Сегодняшний день, если брать все наши производители, мясной двор, скифы, они же только на привозном работают. Да. Местной продукции никого нет у них, ребята, нету. Это же бред. Иметь такой огромный. И сегодня мы должны Якутию завалить только своей местной продукцией, экологически чистой. И надо понимать, что на сегодня же по Якутии там нет миллионеров. Чтобы по таким ценам, знаете, сегодня надо, моя задача дать населению максимально дешевую продукцию, качественную, экологическую и дешевую продукцию. Поэтому я и поддерживаю своих сельхозпроизводителей, за счет нашей поддержки хочу снизить цену, что овощную, что мясную, как бы не было. Вот сегодняшний день мы говорим, вот, вот я сам казах, я вырос на конине, да, баранина, конина, национальное блюдо, как у якутов. Вот сегодня я считаю, что вот коневодство, ну, скажем, табуна коневодство, мы отмечаем на днях праздник, это вообще коневодство, считаю, должно быть локомотивом сельскохозяйства вообще по Якутии. На самом деле это, наверное, самый дешевый, самый простой способ быстрого развития и быстрого, скажем, получения дохода, да, это все-таки, наверное, конина. Это наши якутские лошади, они неприхотливые, не требуют лишних затрат, они круглый год ходят в общество, да, сами копытят, сами живут, да, там, уверен, что у меня это будет конюшня, будет локомотивом развития сельскохозяйства в будущем, обязательно. Я всегда говорю, какую цель преследует человек, придя во власть, да, набить свой карман или создать хороший уровень жизни для населения. Самое главное, вот эта вещь. Вот если человек пришел работать на людей, он обязательно работает на людей, он добьется, чтобы люди жили достойно. По-другому, наверное, нельзя показать людям, что человек, я говорю, что человек, придя во власть, может работать на людей, что человек, чиновник, аппарат, скажем, управление района, она должна повернуться людям лицом, в конце концов. И чтобы мы людей не считали там забытло, да, что люди, это наши люди, это и сегодняшний день эти люди нас выбрали. Ну да. Эти они нас выбрали, мы сами себя посадили в этих людей, люди нас выбрали, отдали за нас свои голоса. И люди, ну, как бы все равно, каждый человек там даже, ну, надеется, что будет улучшение жизни, будет что-то, с приходом какого-то человека нового, каждый ожидает каких-то перемен. Вот у меня там висит портрет Че Гевары, да? И спрашивают, почему? Я говорю, Че Гевара, это время перемен, это революция, это время перемен. То, что сегодня я делаю, делает Евгений Георгиевич, делает мой аппарат, это не наша заслуга, это наша обязанность. Это не заслуга, это обязанность наша, мы это должны делать, работать во благо людей. И чтобы если каждый глава, каждый руководитель, каждый чиновник должен понимать, что он должен работать. Это то, что сегодня сделал хорошо, это не заслуга, это его работа, его обязанность.